найди место, организуй, сделай, чтобы дождь никак не попал, как-нибудь навес сделай. 5 килограмм куриного. Мы рады приветствовать вас на муниципальном празднике выпускников. До свидания, школа 2012! Пусть звучит торжественный июнь, пусть по залу разлетаются звуки музыки и улыбки присутствующих. Бұл байрам үткән менән хушлашу түгел. Бұл байрам киләсәктә һәм якты тормышты каршылай. Уважаемые ливийцы и гости праздника, встречайте лучших выпускников 2012 года, золотых и серебряных медалистов, надежду, опору и будущее нашей республики. Дорогие медалисты, выпускники, в этот праздничный день вас поздравляет заместитель главы администрации муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан Дильбар Гайсиевна Подхуддинова. Добрый день, уважаемые выпускники 2012 года. Разрешите передать слова приветствия и добрые пожелания главы администрации муниципального района Белебейский район Юрия Александровича Мурмилова. Дорогие друзья, завершился самый интересный, добрый и беззаботный период жизни. В вашей жизни наступает новая пора. Впереди большая жизнь, полная новых планов и свершений, трудностей и побед. В ней каждому из вас предстоит добиться успеха, реализовать свои способности, стать настоящим профессионалом,
достойным гражданином. Всегда держитесь своих корней, духовных традиций. Проявляйте заботу о своих родителях, близких. Помните мудрые наставления ваших учителей. Дорогие друзья, я уверена, в будущем мы увидим вас высококлассными специалистами, которые будут работать на благо нашего общества. Будьте достойными представителями нашего района, берегите его доброе имя и приумножайте его славу. Пусть ваш ум, знания и трудолюбие способствуют достижению поставленных целей, укреплению благополучия ваших семей, процветанию родного Башкортостана и всей нашей России. От всей души желаю вам удачи, счастья, благополучия и новых творческих свершений. Добрый путь! Внимание! Наступает самая волнительная минута. К церемонии вручения золотых и серебряных медалей за особые успехи в учении приготовиться Алтын һәм көмеш медальләрне тапшыра Башкортстан Республикаһының Бәләбәй районы муниципаль район хакимият башлыгы урынбасары Дилбәр Гайсакова Фатхудинова. На основании положения о золотых и серебряных медалях и приказов образовательных учреждений муниципального района за особые успехи в учении серебряных медалей удостоены выпускник гимназии номер 1 города Белебея Артур Камалетдинов. Выпускница гимназии номер 1 Алина Коробова. Выпускница гимназии номер 1 Инна Хисамова. Выпускница гимназии номер 1 Элина Фадеева. Выпускница гимназии номер 1 Дарья Разоренова. Выпускница гимназии номер 1 Анастасия Плевака. Выпускница гимназии номер 1 Лиана Низаметдинова. Выпускник гимназии номер 1 Рустем Елалентинов. Выпускница Башкирской гимназии-интерната Айсылу Насибулина. Выпускница Татарской гимназии с отделением искусств Эльвина Латыпова. Выпускница Татарской гимназии с отделением искусств Гузель Мингазова. Выпускник средней школы номер 1 Константин Галунин. Выпускница средней школы номер 2 Олеся Григорьева. Выпускница средней школы номер 5 поселка Приютово Алина Юнусова.
выпускница средней школы номер 7 поселка Приютово Ирина Арсланова. Выпускница средней школы номер 7 поселка Приютово Лилия Гимазиддинова. Выпускница средней школы номер 7 поселка Приютово Лилия Садриева. Выпускница средней школы номер 8 города Белебея Диана Гребешкова. Выпускница средней школы номер 8 Елена Полезина. Выпускница средней школы номер 16 поселка Приютово Эльвина Аглиулина. Выпускник средней школы номер 16 Ленар Гариев. Выпускник средней школы номер 16 Азат Хайретдинов. Выпускник средней школы номер 16 Эдуард Ханнанов. Выпускница средней школы номер 16 Анастасия Яковлева. Выпускница средней школы номер 17 города Белебея Илона Борисова. Выпускник средней школы номер 17 Александр Гусев. Выпускник средней школы номер 17 Эдуард Зиляев. Выпускник средней школы села Усень-Ивановская Алексей Маркелов. Выпускник средней школы села Санатория Глуховского Рустем Нигматуллин. На основании положения о золотых и серебряных медалях и приказов образовательных учреждений муниципального района за особые успехи в учении золотых медалей удостоены выпускница гимназии номер 1 города Белебея Алина Ахмедшина. Выпускница гимназии номер 1 Анастасия Дремина. Выпускник гимназии номер 1 Егор Павлюковский. Выпускница гимназии номер 1 Наталья Петрова. Выпускница гимназии номер 1 Алина Сидыкова.
выпускница гимназии номер 1 Дарья Курганская. Выпускница Башкирской гимназии-интерната Элина Базгуддинова. Выпускница Башкирской гимназии-интерната Анастасия Дроздова. Выпускница Башкирской гимназии-интерната Гульсу Фатхуддинова. Выпускница Татарской гимназии с отделением искусств Регина Ганиева. Выпускница средней школы номер 1 Ирина Насреддинова. Выпускница средней школы номер 1 Анастасия Попова. Выпускница средней школы номер 4 поселка Приютово Аклима Минибаева. Выпускник средней школы номер 5 поселка Приютово Александр Труханов. Выпускница средней школы номер 5 поселка Приютово Виктория Шукаева. Выпускница средней школы номер 7 поселка Приютово Диана Зилюкова. Выпускница средней школы номер 7 поселка Приютово Ольга Цуканова. Выпускница средней школы номер 7 поселка Приютово Дарья Есинская. Выпускник средней школы номер 8 города Белевея Даниил Надеждин. Выпускница средней школы номер 8 Алина Даутова. Выпускница средней школы номер 15 Мария Рикун. Выпускник средней школы номер 16 поселка Приютово Семен Пресняков. Выпускница средней школы номер 17 города Белевея Татьяна Андреева. Выпускница средней школы номер 17 Алина Габбасова. Выпускница средней школы номер 17 Ильмира Галимова.
выпускница средней школы номер 17 Элина Халимуллина. Выпускница средней школы номер 17 Лилия Хафизова. Выпускница средней школы села Ермолкино Юлия Никитина. Выпускница средней школы села Ермолкино Ирина Федотова. Уважаемые выпускники, мы уверены, что это золото и серебро принесет вам удачу и будет для вас не самой высокой наградой всей жизни, а только первой из больших побед. Дорогие друзья, сейчас по традиции фотография на память. Для фотографирования мы приглашаем начальника управления образования Белебеевского района Наталью Владимировну Лаврову. Все вместе улыбнемся и скажем «Сыр 3-4». Еще разочек. Сыр 3-4. Дорогие друзья, давайте поблагодарим Барну Стейну за поздравление, награждение. Вас, Наталья Владимировна, проходите, пожалуйста, присаживайтесь в зрительный зал. Дорогие медалисты, под бурные аплодисменты родителей, учителей и одноклассников мы тоже просим пройти вас в зрительный зал. Пропускаем. Впереди, все ждет, все ожидает вашего внимания, и темп стремительный подвластен будет вам. И бешеный прогресс, и гладь полей, и бесконечные космические дали, и необъятные просторы Родины моей. Сәхнәлә Бәләбәй калаһының Үдәк мәдәният һарайының хәрәкәт өлгере бию ансамбле. Итәкчеһе Тамара Кузиченко.
Уважаемые учителя, родители, посмотрите на наших выпускников. Совсем взрослые, и только в светлых своих сердцах они смогут иногда возвращаться к мгновениям и годам, подаренным им чудесной страной детства. Куклы, бантики и такой ненавистный тихий час в детском саду. Вот бы теперь его узаконить вместо лекций в университете. Yorulgan муйнсуктар, амин рахимле тәрбиясе, беренче укытусы. Булар һезгә алдагы тормышыгызда етмәсә. Дорогие друзья, вас приветствуют учащиеся и танцевальный коллектив «Солнышко» средней школы номер 2 под руководством Елены Анисимовой. Друзей, он очень скоро будет. Скажите, как его зовут? Он окружен людской молвой. Он не игрушка, он живой. В его руках несчастье ключи, потому он так везут. Все песенки о нем поют. Скажите, как его зовут? Вот взяли и пришли. Пришли сказать слова для вас, чтоб их с собой взяли вы. Сверкает яркими огнями, такой красивый, добрый зал. Но расстается детство с вами. Сегодня ваш прощальный бал. Здесь было все, как в темной сказке новой. И необъятный глаз, и трель звонка, и первое прочитанное слово, и первая неровная строка. Мир детства, самый лучший мир, наивный, добрый и счастливый. Вы зря мечтали быть большими, стремились жить во взрослом мире. На миг назад оглянитесь и вспомните счастливые деньки. Учились, радовались, пели, подшучивали над друзьями и в окно смотрели. С ошибками диктант писали. За спорами зачет давали. Учителя от вас стонали, со скрипом тройки выставляли. И хоть учителей любили, но за спиной порой бронили. За то, что мучили подчас, Эйнштейнов делали из нас. Впервые в школе мы влюбились, на дискотеках веселились, друг с другом ссорились, мирились, как личности вы здесь сложились. Теперь все это позади, а сколько будет впереди трудов, исканий и забот. Но вам, конечно, повезет. Пусть молодость будет счастливой, насыщенной, яркой, пытливой. Раскрашенной красками детства, что рядом с вами на сосед. Пусть молодость будет приятной, веселой, активной, зарядной. Побольше денек и ненастья, наполненной музыкой счастья. Желаю вам идти по жизни смело, друзей желаем лучших обрести. Пусть будет все то, что вам хотелось. Дорогу всем счастливого пути! На сцене учащиеся средней школы номер 15 Жанна Салейкина. Я больше не буду на школьном дворе под фильм идти в золотом сентябре. Я больше не сяду за парту свою, я младшим ребятам ее отдаю. Последний школьный звонок прозвенел, наверное, что-то сказать он хотел. Еще постоим у дверей, а затем мы просто из школы уходим совсем. Прощай.
спасибо за то, что все было всерьез. Последний школьный звонок прозвенел. Наверное, что-то спросить он хотел. Еще стоит в двери, а затем мы просто из школы уходим совсем. Прощай, школа, когда-нибудь встретимся снова. И очень прошу, обо мне вспоминай. Я верю, для нас не закроешь ты двери. Ах, милая школа, прости и прощай. Мы стоим снова порога, и учителя ждят немного. Что же было из трудней нас учить? Прощай, школа, когда-нибудь встретимся снова. И очень прошу, обо мне вспоминай. Я верю, для нас не закроешь ты двери. Ах, милое детство, прости и прощай. Ах, милое детство, прости и прощай. Ах, милое детство, прости и прощай. И почему же так все приятное быстро заканчивается? Хорошее кино, любимые конфеты, захватывающая книга. Только начинаешь ценить наслаждение, и вот уже пустая коробка, перевернутая последняя страница. Яхшы тормыш тиелде. Ләкин безнең йөрәкләрдә утысларга булган мөхәббәт һәм ихтирам кала. Особенность учительской профессии такова, что жизнь педагога пересекается со многими сотнями юных человеческих жизней. Вырастая, человек может забыть признаки типа позвоночных и многое другое. Но нравственные уроки, преподнесенные ему в школе, останутся с ним навсегда. Только учителю дано тысячекратно в детях повториться. Дорогие учителя, мы благодарим вас за ваш благородный и нелегкий труд. Слово для поздравлений выпускников предоставляется учителю географии гимназии номер 1, классному руководителю 11 класса Наталье Ивановне Поляковой. Здравствуйте, дорогие выпускники, дорогие родители, коллеги. Я хочу поздравить всех с этим волнующим праздником. Ну а сейчас я обращаюсь к своим любимым ребятам. Вот и закончилась волнующая пора экзамена. Прошло детство, которого уже не вернешь. Вы вступаете в новую, взрослую жизнь, и какой она будет, зависит теперь только от вас, от вашей целеустремленности, настойчивости. Я не буду говорить о том, что нужно много учиться, много работать над собой. Скажу другое. Постарайтесь через всю свою жизнь пронести главные, лучшие человеческие качества. Честность, принципиальность, справедливость, трудолюбие и любовь к тем, кто вас окружает. Счастье любого человека состоит в том, чтобы найти свой путь, свою дорогу в жизни. И каким бы делом ни занимался человек, смысл счастья один. Главное – найти свой путь. И я очень хочу пожелать вам найти именно то дело, которое ждет вас впереди. Чтобы быть успешным и счастливым, главное, чтобы свой путь вы выбрали сами. Чтобы дело, которым вы занимаетесь, приносило вам чувство удовлетворения. Главное, когда ты занимаешься именно любимым делом, когда ты уникален в чем-либо, и окружающие обращаются к тебе за помощью и советом. Когда ты чувствуешь себя нужным, полезным, востребованным. Я в своей жизни поняла, добиться можно всего, чего захочешь. Главное, очень сильно этого захотеть и постоянно
твердо идти к намеченной цели. Только не ставьте перед собой мелких целей, которых относительно легко достичь. Ставьте перед собой высшие, грандиозные цели. Например, я хочу стать лучшим хирургом, или я хочу стать успешным руководителем, и даже я хочу создать крепкую семью. Постарайтесь, чтобы эти цели были у вас очень четко и хорошо видны. А для нас главное, чтобы вы стали счастливыми людьми. И этого будет вполне достаточно. Вы, словно птицы из гнезда, сегодня выпорхнуть готовы. Но мы желаем, чтобы сюда порой вы прилетали снова. Мы вам желаем в жизни взрослой удачу встретить на пути, найти ответы на вопросы, но главное — себя найти. Удачи, ребята! Дорогие друзья, вас приветствует победитель муниципальных, республиканских и международного конкурса в Санкт-Петербурге «Виват Искусство». Образцовый коллектив, инструментальный ансамбль «Дебют». Детская школа искусств номер 1 в городе Белебее. Руководитель Игорь Суханов. Дорогие выпускники, наш праздник знаменателен тем, что он проходит в год благополучного детства и сохранения семейных ценностей, объявленный в Республике Башкортостан. В этот торжественный день особых слов признательности заслуживают и ваши родители, которые все 11 лет вместе с вами, с первого звонка и до последнего экзамена, старались, волновались и верили в ваши успехи. Улар һеҙгә үҙ теләктәрен еткерергә теләйҙәр. Иғтибар экранға. Школа – важная ступень в жизни каждого человека. И каждый человек проходит через нее. Мы тоже когда-то учились в школе. А вот 11 лет назад мы привели свою маленькую 6-летнюю дочку Анечку в эту светлую, красивую школу. С первого класса наша дочь окунулась в доброжелательную атмосферу школы, в которой она получала знания, в которых было интересно учиться. Большое спасибо всем учителям и низкий материнский поклон. За то, что вы помогли нашим детям получить прочный багаж знаний, приобрести веру в себя и свои силы. И мы надеемся, что они достойно проведут вашу жизнь и станут отличными специалистами. Дорогие наши учителя, хотелось бы пожелать вам благодарных учеников и родителей, доброго вам здоровья, творческих успехов, талантливых подопечных. Спасибо за ваш благородный труд. Дорогие наши выпускники, хочется поздравить каждого выпускника с окончанием школы. Вот вам, ребята, добиться всего, стать тем, кем вы хотите. Прекрасно интересная профессия, работа, которая сберет, и у нас стабилизовалась. Помните, что все зависит только от вас. Будьте счастливы! Дорогие ребята, уже завтра вас позовут за собой множество новых дорог. Но куда бы они вас ни завели, помните дорогу, которая ведет в ваш родной город Белебей. Здесь вас всегда ждут, всегда поймут и помогут ваши папы и мамы. Мы в вас верим. Не подведите нас. Дерзайте, творите, любите.
приятно и в то же время тяжело родителям осознавать, что их милый ребенок вырос и стал совсем самостоятельным. Балам, ата-әсәһенең кырында булуына кабат мохтаж түгел. Кулнан җитәкләп баруын хурамай. Дорогие выпускники, помните всегда, пожалуйста, помните, что в сердцах ваших родителей тепла и нежности для вас хватит еще на долгие годы. Дорогие друзья, свой музыкальный подарок вам дарит солистка образцового вокального ансамбля «Ретро» Центра национальных культур «Урал-Батыр» Анастасия Мустаева. Что наши дни летят, увы, с безумной скоростью. Нельзя перелистать назад страницы этой повести. Порой, меняя города, несет судьба упрямая, но мы опять спешим туда, где будем рядом с мамою. Мама, мамочка родная, любимая, мама, мамочка, сердечко родимое. Мама, мамочка, не плачь темной ноченькой. Мама, мамочка, с тобой твоя доченька. Как жаль, что нежные слова вновь будут недосказаны, но все мы нитью волшебства навеки с мамой связаны. Ценить мы будем каждый миг и встреч ждать с волнением. У нас с тобою на двоих одно сердцебиение. Мама, мамочка родная, любимая, мама, мамочка, сердечко родимое. Мама, мамочка, не плачь темной ноченькой. Мама, мамочка, с тобой твоя доченька. Мама, мамочка родная, любимая, мама, мамочка, сердечко родимое. Мама, мамочка, не плачь темной ноченькой. Мама, мамочка, с тобой твоя доченька. Hörmətli dostlar, qarşılığınız səhnələ Bələbəy qalasının Үзәк мәдәният һарайының хәрәкәт өлгеле бию ансамбле, җитәкчесе Тамара Козюченко. Мама,
что ж, мы выслушали сегодня всех участников образовательного процесса, кроме самих бывших учеников, героев сегодняшнего дня, наших выпускников. Я думаю, всем было бы интересно узнать, о чем они сейчас думают. Теперь они могут позволить себе быть искренними людьми. Им нечего терять. Экзамены сданы, характеристики написаны. Я попрошу дать свет в зрительный зал. Я так понимаю, что... С ума сойти. Какая красота в зрительном зале. Притом это стоит сказать не только о выпускниках, но и их родителях. Они сегодня тоже будто заканчивают 11 класс и прощаются со школой. А учителя, посмотрите, какие они благородные и как сияют их глаза. Ваши аплодисменты. Мне прожив 11 лет. О чем думает молодой человек, закончив школу? Вот какой вопрос. Ваши мысли, молодой человек, представьте, пожалуйста, чтобы вас зритель видел. Во-первых, здравствуйте всем. Конечно, сейчас многие из нас думают только о поступлении в университет. А куда бы вы хотели поступить? Какую профессию получить? Я хочу поступить в город Екатеринбург, Уральский федеральный университет имени Бориса Ельцина, на специальность инженер водоснабжения и водоотведения. Ну что ж, мы пожелаем вам удачи, ни пуха, ни пера. С Богом. Спасибо, спасибо. Ну, давайте немножко вот сюда вот пройдем, а тут все мы там на первых рядах. Милые девушки, скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот завершая школу, идя в институт, университет, академию, вам будет легче или труднее? Очень сложно, что будет труднее, намного труднее, чем в школе. Ну, намного. Вот в чем трудности будут? Ну, смотри, как хорошо в школе. Да, утром родители подняли, отправили учиться, пришла в школу, тут тебя с распростертыми объятиями встретили учителя, классный руководитель пожурил, не опаздывай на 3 минуты, чтоб была. А дальше как будет? Мы станем немного самостоятельными, у нас начнется самостоятельная жизнь, мы будем сами все делать. Мы как... Да, Скажем. И нести ответственность за все свои поступки, которые вы сами как раз и будете делать. Спасибо, аплодисменты. Спасибо. Я иду дальше и хотел бы узнать, а вот что необходимо, какими качествами должен обладать выпускник 2012 года, чтобы успешно устроиться в этой жизни, в этом мире? Уверенность, талант, смелость. Ну, ты обладаешь такими качествами? Не знаю. Не уверен. Но вот я думаю, что тебе как раз необходимо потерять эту неуверенность и быть уверенным в том, что ты сейчас сказал. Спасибо, присаживайся. Скажите, пожалуйста, милые дамы, скажите, пожалуйста, многие школьные предметы изучаются, проходятся, забываются, да? А вот какие школьные предметы вы бы не хотели забыть? Браво, учителям физкультуры! Так, ну и, наверное, вопрос зададим вот здесь, вот наверху на галерке, а то говорят, на галерке сидим, до нас ничего не доходит, да? Можно у взрослого человека спросить, вот у вас, например. Поделитесь, пожалуйста, опытом, что бы вы пожелали всем выпускникам, находящимся в зрительном зале?
Но самое главное – счастье. Но чтобы никогда не забывали, что счастье зависит от человека. Оно бывает разного роста. Спасибо. Спасибо. И у выпускника, можно у вас, молодой человек, спросить? Да? Представьтесь, пожалуйста. Вот скажите, что бы вы пожелали учащимся, которые остаются учиться в школе? Прежде всего, учиться, изучать предмет, который придется сдать в будущем, чтобы впоследствии поступить в вуз. Вам это удалось? Вы сдали все предметы? Стать стал, поступить. Вот такой вот богатый опыт у наших выпускников. А какие слова они адресовали своим учителям, мы сейчас выясним посредством телевидения. Ихтибар экранга. Уважаемые, добрые, милые учителя, Как выпускники 11 классов мы хотим выразить огромную благодарность за ваш труд, добросовестный труд, за ваше терпение. ту любовь, которую вы нам дарили. Будущим выпускникам мы желаем. Удачи в работе экзамена. Давайте вернемся ненадолго в прошлое. Может, вы помните, какая была ваша самая заветная мечта в детском саду? Ну, кроме велосипеда. Школа. Вы так хотели побыстрее попасть туда, узнать, что же это такое. Помните, как ребята постарше удивляли вас нежеланием ходить в школу? Это так возмущало. Но как же так? Как можно не хотеть ходить в школу? Потом, конечно, вы поняли травматолог. Но было уже поздно. Направо, человек. Вот и пришел этот момент. Правда? А ведь грустно немножко, да? Пройдет год, другой, и станет еще грустнее. Вы не теряйте друг друга. Школьные друзья, они ведь на всю жизнь. Скоро в вашей жизни все изменится. Да, это и есть та самая взрослая жизнь. Это ответственность, это перспективы, это право выбора. И это очень много важных дел. Сегодня грустный день у нас. Да спать уже в последний раз. И мы жалимся о том, что покидаем школьный год. Мечты наши сбудутся, а школа не забудется. И наши школьные года мы не забудем никогда. Школьные годы позади. Впереди взрослая самостоятельная жизнь. У меня есть мечта. Хочу поступить в медицинский вуз и стать врачом. Я тоже мечтал о профессии врача с детских лет. Читал и изучал медицинскую литературу. Интересовался медицинским исследованием. Спасибо вам, наши любимые учителя, школа, за то, что вы поддержали наше стремление стать врачом. Думаю, что лучше благодарности для учителей с нашей стороны будет плоды знаний жизненной мудрости, выращенные нами из тех семян, которые посеяли в наши сердца. Turmuş babasının veriyorlar bu basılı konservleri tekerken. İkisi olan yorulur kardeşler başka gimnaziya internatları. Kumullarda hatır yılmaklıdır bulutları falan. Дорогие учителя, вас по праву можно назвать нашими вторыми родителями. Ведь без вас мы бы не были теми, кто не есть сейчас. Французский писатель Жак Ревер сказал: «Je suis comme je suis», я такой, какой я есть. И, наверное, это характеризует нас сейчас. Вы поддерживали нас в любой ситуации, несмотря ни на что, победа ли это была, либо огорчение. Мы всегда могли к вам обратиться за советом, спросить у вас поддержку. Вы всегда замечали наши перемены в настроении и пытались как-то сгладить их. Для нас вы всегда останетесь учителями с большой буквы. Все вы дали нам веру в себя, в свои силы, вложили в нас стремление к победе. Мы даем вам слово, что в будущем ваши труды дадут свои положительные всходы, и вы уже не будете казнить за наши поступки. А сейчас в шаге от взрослой жизни пришло время принимать ответственные решения, ошибаться, падать, но всегда находить силы, чтобы вновь подняться и стоически добиваться всего того, что было задумано, стремиться к своей мечте. Доброго пути желают нам, выпускникам, а мы, в свою очередь, хотим пожелать вам продолжать свой добрый путь, нести знания, свет, доброту новым поколениям учеников.
Спасибо за время, подаренное нам. Мы любим вас. Мы, выпускники, поздравляем! Выпускников 2013 года! с окончанием Школы! И желаем счастья, здоровья, удачи и успешно поступить в вузы! Нам очень грустно расставаться с любимой школой, с учителями, которые стали нам родными за эти 11 лет. Мы будем очень скучать по школе. Очень скучать. Пролетели школьные годы, а вместе с ними волнения на олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях и научно-исследовательских конференциях. Илгә төшерүгә нисә тапкыр был беренче еңүдә һәргә шатлык һәм горурлык китерде. А сегодня мы хотели бы пригласить на эту сцену для вручения памятных подарков самых активных юношей и девушек, которые на протяжении всей школьной жизни проявляли значимые творческие и спортивные инициативы. Внимание! Лучшие спортсмены и артисты на сцену! Памятные подарки вручает начальник управления образования муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан Наталья Владимировна Лаврова. Памятных подарков за значимые творческие и спортивные инициативы удостоены учащиеся средней школы номер 8 Ильмира Идрисова. Ксения Стекольщикова. Учащиеся средней школы номер 17 Анна Прошина. Павел Ртищев. Учащиеся Башкирской гимназии-интерната Диля Гималетдинова. Учащийся средней школы номер 16 Артем Ашметшин. Учащийся средней школы номер 4 Рафаэль Маликов. Ученица средней школы номер 2 Елена Митрофанова. Ученица средней школы села Старосеменкино Елена Ермолаева. Ученик средней школы села Баженова Марсель Гумеров. Учащийся гимназии номер 1 Ришат Гильмуддинов.
района. Ученик средней школы номер 1 Виктор Сорокин. Учащийся средней школы номер 15 Алексей Никитин. Алексей Иванов. Анастасия Лаврова. Ученица средней школы номер 5 Евгения Денисова. Ученица средней школы номер 41 Анна Долгова. Ученица средней школы села Усень-Ивановская, ученик средней школы села Усень-Ивановская Руслан Усманов. Ученица средней школы села Максима Горького Регина Хасенова. Ученица средней школы села Митевбаш Лиана Хасанова. Ученик средней школы номер 7 Руслан Софиулин. Ученица татарской гимназии Гузель Габдрахманова. Ученик средней школы села Слагбаш Антон Казанцев. Наталья Владимировна, большое спасибо за награждение, за поздравления. В этом году впервые отмечены активисты спортивной и творческой деятельности. Мне, как вашему коллеге, руководителю культуры, очень приятно. Я передаю огромное спасибо от спорткомитета и от всех учреждений культуры. Спасибо. Дорогие друзья, свой музыкальный подарок вам преподносит Нигматуллина Ляйсан, ученица средней школы номер 17, руководитель Людмила Шайхулина. Когда уйдем со школьного двора под звуки нестареющего вальса, учитель нас проводит до угла, и вновь назад, и вновь ему с утра встречать, учить и снова расставаться, как
образцовый хореографический ансамбль «Движение». Центральный дворец культуры, город Белевей. Руководитель Тамара Козюченко. Длинная коса, горькой все, что было, полностью подарила, горит глаза, слезы роса.